интернете пользуются популярностью паблики, в которых женщины анонимно делятся своими историями о насилии. Помогите, что мне делать? Этот вопрос часто возникает у подписчиц. Но вместо помощи женщины часто получают в ответ: «Сама виновата, нужно уважать мужчину, потерпи ради детей, сам убил бы такую». Пишут такие комментарии как женщины, так и мужчины. Общество считает, что муж может воспитывать жену любыми способами, а она должна терпеть побои и унижения. Женщина подвергается домогательствам на учебе, работе, в общественных местах. Ее насилуют, принуждают к занятию проституцией, продают как товар. И это происходит в том числе при попустительстве государства. Насилие рождает насилие. 8 из 10 осужденных за убийство и покушение на убийство женщин совершили эти преступления в результате самообороны или защиты детей от семейного тирана, как правило, после многих лет издевательств. Гендерное насилие остается серьезной проблемой, на которую зачастую закрывают глаза. Но с этим явлением нужно бороться. Закрепляя пройденное, из-за гендерных стереотипов женщины часто становятся жертвами насилия и не могут получить помощь. Опираясь на предрассудки, многие считают, что женщины должны терпеть побои и унижения. Из-за постоянного насилия женщины нередко совершают тяжелые преступления, такие как нанесение увечий насильнику или даже его убийство. Важно бороться с гендерными стереотипами, так как они ведут к насилию, которое оправдывается не только мужчинами, но и женщинами.